Хвала Христу, от всего сердца приветствую вас в наших размышлениях. Сегодня я хотел бы остановиться, это уже не конкретное состояние, как мы разважали в эти последние дни крестного пути на Голгофе или до Голгофы, встреча с какими-то людьми, как Симон, Вероника, плачущие женщины, как фарисеи или эти священники, Пилат. Сегодня я бы, таким какой-то помарочкой, такой вставочкой. Мы прошлым летом делали реколлекции в начале июня, потом в августе, по-моему, тоже на тему греха. И закончили третья такая фаза реколлекции осенью, в сентябре, о Духе Святом. И эти были три такие ступеньки, вернее, две ступеньки перед тем, как просить, чтобы Дух Святой на меня вылился. И первой ступенькой, преградой, барьеры, которые мне может мешать, это были темы обиды. Мы разважали на тему Иосифа, которого братья предали. Там как раз эта история поеднания, где Иосиф поеднался, они попросили прощения, и было такое воссоединение семьи. Так история закончилась очень-очень-очень хорошо. И на истории Иосифа мы тоже говорили, что такое простить, что такое примириться. А можно ли простить, если твой враг, допустим, не просит тебя прощения? И первой такой конференцией было немножко такое играние, не то чтобы в психологию, но есть такие моменты, как психологи говорят, триггера. И суть была в том, что наша обида, мы говорили, обида – это, моя реакция, то есть моя пережитая, но не прожитая эмоция, которая застряла в каком-то жизненном моем моменте. В годик, 2, 3, 5, 10 лет мне было, вчера, позавчера. В жизни случаются такие, как психологи тоже говорят, триггеры. То есть такие какие-то крючочки, как я называю, иголочки, которые я живу, и случается какая-то ситуация, бах, она ко мне дотрагивается, триггерит, как говорят в психологии, и у меня поднимается что-то из прошлого. Это я всегда лучше всего это объяснять на примере, болезни аллергии. Кажется, я живу, но раз в году, допустим, когда начинает цвести, сирень, меня начинается или тополиный пух, или еще что-то. И допустим, пусть это будет сирень. Легче объяснить, проще понять. И как только, казалось бы, весна, радость, птички прилетели, и надо жить, а мой организм, он вступает в какой-то стопор. И цветет сирень, хорошее, красивое дерево с прекрасным запахом, но меня, кажется, трясет, меня закладывает, меня осложнение на глаза, на носовую полость или еще что-то. И сирень, запах, это дерево, это триггер, который, то есть проблема аллергии не в сирене, допустим. И проблема этой аллергии не в запахе, а проблема этой аллергии, как проблема моей жизни, что может год назад, 5 лет назад, у меня была сцена, допустим, девушка расставалась с парнем, парень что-то переживал в жизни, может кто-то умер в этот день, может человек, может домашний питомец, что-то было тяжелое для меня, для моей души тяжелое. И я это пережил, пошел жить 1 год, 2 живу, 3, но каждый год в эту дату, в этот месяц, когда цветет сирень, у меня начинается то же самое, что и было тогда. Заложенность, потому что память этой непрожитой эмоции, невыпущенной слезы, боль, ужаса, который в то время я переживал в определенном моменте, может, потому что девушка бросил, парень или кто-то умер, у меня это внутри застряло, в моей душе. Психологи говорят, подсознании.
И вот к чему я это такое делаю вступление, связанное с аллергией, как пример. Это я как пример привожу. Смотрите, в жизни вот Богородицы умер Иисус, похоронили, сложили его в гроб, оплакивают женщины. И вот эта Великая Суббота для нас, а для евреев это была Пасха. Это был праздник. Это был самый-самый-самый крутой праздник. Я думаю, надеюсь, вы знаете, что Иисус умер в еврейскую Пасху. Еврейская Пасха – это воспоминание того, что было в ту ночь, когда Моисей выводил народ израильский из Египта. А в ту ночь было страшно. В ту ночь в каждом доме была смерть. И вот Мария, Богородица, мама, сидит, и для нее вот этот шаббат, особенно ночь, была, просто какой-то, не просто она была действительно особенной. Что ее могло, почему я делал такое вступление, триггернуть? Помните, вернемся раньше, когда Иисус был юношей, когда ему было 12 лет, и Мария с ним его Иосифом потеряли. Искали, и тоже там было 3 дня. Это все тоже относится, когда Иисус, потеряется от Марии, от той, которая родила. А это очень глубокая связь. Богородица имеет особую роль в церкви, в христианстве и так далее. И Марию сегодня эта потеря, потому что она никогда не теряла сына своего. Я думаю, назовем так по-человечески, это вступление триггернуло этот момент и снова нахлынуло, вспомнилось то, что она, когда Иисусу было 12 лет, переживала. Ужас, кошмар, куда, что. Смотрите, я это к чему? Иногда в нашей жизни Господь устраивает такие моменты, они сложные, они трудные, потому что они что-то меня триггернут тоже в жизни. Не цепляйте теперь за физические болячки, как я пример привел, просто аллергии, на ней очень хорошо объяснять, что что-то цепляет за ту ситуацию, которую я не прожил. Есть слово «пережил», но не прожил. То есть осталось что-то у меня внутри, в душе, какая-то скованность, спазма, она осталась. Просто я в жизни, мой мозг эту спазму умеет прятать. Но случаются такие ситуации, какие-то триггеры, они бах, и снова нажимают на эту спазму, и человека снова парализует. На день, на 2, и он снова падает куда-то. И такие ситуации, они трудные, но с одной стороны, я говорю, Бог это допускает, может, чтобы тебя копнуть. Может, сегодня в этом посте ты увидел человека или что-то, какой-то запах в твоей жизни, что-то тебя триггернуло, и тебя что-то выкручивает, ты плачешь. Подумай, может, это Господь пришел тоже в этот шаббат, в эту ночь, в этот вечер, когда все, кажется, гуляют, все, кажется, идут в костел, все свинтят яйка, а у меня что-то не то, а меня выкручивает. Подумай, что Господь у тебя хочет вылечить. Вылечить что-то из прошлого, чтобы ты был свободен. Чтобы если мы говорим, снова вернемся к Богородице, Марии, сказать: Мария, там тоже была сцена, контролируемая Богом. Все окей, все нормально. Все закончилось шикарно. Иисуса нашли в храме, Он вам сказал, ты разважала это глубоко в своем сердце. И теперь, Мария, ты скоро, скоро тоже Иисус, Сын, заберет тебя на небо и с телом, и душой. И ты должна, скажу таким некрасивым словом, взлететь туда абсолютно свободная, чистая, ровная, красивая, без всяких маленьких даже каких-то таких нюансиков. И Бог хочет нас тоже так лечить, чтобы мы были ровненькие, аккуратненькие, чтобы наша жизнь ничего не триггерила, чтобы нас кто-то будет оскорблять, кто-то будет унижать, кто-то будет обтирать, нас ноги. Но я это буду настолько переживать ровно, понятно, что эмоции где-то заболит, где-то меня так стрессанет, но это не будет меня триггерить, это не будет меня вводить в какую-то депрессию.
что в вашей жизни может быть сегодня триггером. Для кого-то это алкоголь, потому что папа выпивал, и он не может это переносить. Кого-то, может даже само слово Пасха, праздник, и все. И вы сразу подаете стопор, потому что всегда на праздник или 10, 20, 30 лет назад для вас Пасха была ужасна, потому что на Пасху умерла там мама. Вот, надеюсь, я понимаете, о чем я сегодня говорю. Не бойтесь этих триггеров. Если Господь допускает, Он хочет вас вылечить. Вот и все. Просто надо с Ним войти, подумать, открыть, отдать, прожить, и вы будете свободны.